Дорогие друзья, наше знакомство с башкирской культурой пройдет со знакомством с Тимуром Юсуповым. Он директор культурного центра «Залесный». И именно здесь место притяжения различных коллективов башкирских. Да, о них нам сейчас подробнее расскажет Тимур. Здравствуйте, Тимур. Расскажите, пожалуйста, что интересного происходит в культурном центре «Залесный», как давно вы существуете? «Залесный» был построен еще в 80-е годы прошлого века. А на сегодняшний день он преобразился, трансформировался в такой культурный центр «Залесный» со своей такой этнокультурной изюминкой. И одной из этих, как говорится, изюминок является наш народный башкирский фольклорный коллектив, театр башкирской песни «Актеряк» и детские коллективы, которые при нем также существуют. Здорово, но насколько регулярно здесь проходят у вас выступления, как часто вы репетируете, то есть как живет вообще коллектив? Вообще, как я уже сказал, это является репетиционной базой этого коллектива, да, это самодеятельный коллектив. Получилось так, что сюда приезжают участники коллектива со всего города, то есть не только здесь из Залесного или Салават-Купре, да, то есть приезжают и из Советского района, и из других районов города Казани, то есть те, кому интересна эта культура башкир, кому интересно песни, танцы, мелодии башкирской музыки, да, они все собираются, здесь репетируют и получают такое удовольствие для души. Сколько в вашем коллективе человек, какой это возраст и преимущественно кто это? Это вот непременно этнические башкиры или все-таки это любой желающий может приобщиться к башкирской культуре? Естественно же, здесь, живя в Казани, можно сказать, что мы принимаем в коллектив всех, кому эта культура интересна, кому она близка. То есть это не только башкиры, это люди и из смешанных семей, и татары участвуют с удовольствием в наших композициях, постановках. И количество людей, оно тоже варьируется в зависимости от постановок, то есть где-то от 10 и больше человек участвует в коллективе, плюс еще на сегодняшний день действует детская подростковая группа, называется фольклорный эстрадный коллектив «Тамыр», и совсем уже маленькие наши малыши, вокальный ансамбль «Айтуган». И все три состава у нас участвуют в обрядовых постановках. Да. У нас есть в репертуаре «Башкорт-туе», у нас есть «Башкирская свадьба», инсценировка обряда, как мы готовим приданные для новорожденного ребенка. Курама Елаха Байрама, там тоже у нас участвуют все три состава. То есть фольклор — это когда не только синтез искусств, то есть элементы танца, вокал, игра на музыкальных народных инструментах, театрализация, это же еще и разные возраста. Предусматривает фольклор, что участвуют и взрослые, и дети.
откуда вы берете номера, да, идеи для номеров, и что вас вдохновляет? Вдохновляет то, что мы живем, мы являемся, многие участники коллектива как-то соприкасаются с башкирской культурой. То есть их родственники, их предки выросли в Башкирии, или же просто были башкирами, и для них соприкоснуться с башкирской культурой очень важно. То есть они приходят сюда и поговорить на башкирском языке, выучить песню, спеть ее на башкирском языке для них очень важно. Для меня лично очень значимо то, что я прославляю, пропагандирую башкирскую культуру со сцены, потому что я башкирка, мой папа башкир, и его уже из моего детства давно нет в живых, и сейчас я как будто все время вспоминаю его и отдаете дань, да? Отдаю свою дань, да, как дочери. Вот. И что касается песен, обрядов, обычаев, традиций, которые мы показываем на сцене, мы черпаем вот как раз у моих родственников, которые сейчас живут в Башкирии. Я все время советуюсь, а как вы, а что, а сохранились ли у вас какие-то предметы утвари. В нашем коллективе есть мудрые солисты, которые знают не понаслышке об этих обрядах и традициях. Они уже могут поделиться с нами обычаями народа. И мы обязательно прислушиваемся и включаем в наши номера именно с их слов. Включаем игры, песни, танцы, движения. Все до мелочей пытаемся воспроизвести на сцене, чтобы это было как можно органичнее, естественнее, чтобы передать нашим деткам именно так, как оно было. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Біздің ғұрып-ғадат бойынша яңы келген келін білән кияуге біз бал тақап тұрабыл, май қап тұрабыл. Сүлкі хүзәрі аларың татлы болған, жұмшақ болған, ұзын ғұмырлы болғандар. Бисмиллахи-рахмани-рахим. 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 Синьяга Абдулхаковна, расскажите нам, пожалуйста, вашу историю, откуда вы приехали. Насколько я знаю, вы башкирка. Вот. И сегодня мы с вами станем свидетелями, дорогие телезрители, когда человек разговаривает именно на башкирском языке, потому что хочется все-таки, чтобы наша программа давала возможность зрителям еще и слышать вот этот вот язык самобытный. Рахмет. Мен өзім Самары башқұрты, Хамар башқұрты, Ергіз деген елға, Хәдия Дәулетшіні біздің писателіміздің Башқұртстанның атқаданған язушысы. Ұшы ырғыз бойында, анда біздің Еті Башқұрт ауылы, ұшы Еті Башқұрт ауылы хақында ол бек матур айтып китап шығарды. Мен ұшы ауылдан, Қыпсақ деген ауылдан, мен башқұрт қызы боламын. Расскажите, пожалуйста, вот вы в своем коллективе, да, как долго уже вы находитесь в коллективе и какое участие вы принимаете? Несеге терге керек. Мен енді 2000 жылда ұшы Қоданға келіп білектім. Сүнки Қоданға келіп білекестен, мен әр вақыт ұшы общественный ішлерде қатнашқастан, мен өдем Самарылала Башқұрт газеті сығардым, Ырғыз газетінің ең бірінші редакторы мен. Онан енді Самарылда біз ұшы Башқұрт ұйышмағын осы бейбердік. Мұнда енді Қоданға келіп білекестен, мен әділеп кеттім Башқұрттарды. Шылай тұрып Домдұржыбыға келіп, Домдұржыбыла Башқұрттар білен біргәләшіп, тұрмыш башланды менің. Башкирий города Казани, біздің ұйышма болды. Біз енді Домдұржыбыла көп еллар бойына ішләнек. Бізге Башқұртстанда қонақтар келелеріне, біз өйдеудің ғұры ғадаттарыбызды, өйдеудің тұрмышыбызды көрсетуге тырыштық. Әмма ләкин шулай бір сәбәп білән енді мен ол іштен кеттім. Кеткестен енді мен хаманда жүрек бит әрней, рухым бар менің Башқұртса. Қойда барыға, не сегішлерге, хаманда өйдеудің ерларыбызды, өйдеудің ғұры ғадаттарыбызды көрсетке келе. Шулай тұрып, мен ұшы Залисныйға келіп біләктім. Залисныйға келіп біләктім, мені сақырдылар енді мұнда. Сани апай, әйда келінді, біз шулай ұйыштырабыз, біз ұйыштырап өбәрек деп. Шулай тұрып, біз келдік те, бір 5-6 қыдығына елішіп, Ақ терек деген ансамбл ұйыштырдық. Ол біздің аны фольклориканы біз білмәнікті, просто Ақ терек деген башқұрт жерларын ерлап, башқұрт бейеулерін бейерге дейіп, шындай ниетіміз болды. А насколько важно сохранить собственную речь, сохранить культуру, да, которой ты принадлежишь вот именно непременно, и насколько важно знать свои корни, как вы считаете? Мен
несегінде мен бит башқұрт, менің қуаным башқұрт, менің атайым башқұрт, инәйім башқұрт, нәнәйләрім башқұрт, қартайларым башқұрт. Менің бір нәнәйім татар болған. Менде татардың қуаны тоже бар. Шының үшін мен өйдімдің ғұрып ғадаттарым ұшы средала өткәстен, мен көріп өттім бет. Башқұртлардың тұрмышын, башқұрттардың ғұрып ғадаттарын. Мен шының үшін мұна Қазанға келгесте, башқұрт кешетін ұшырастым, ол менің туғаным көк бола. Халық яшарға тейіш, халық болырға тейіш. Халық болғанда ел бола, ел болғанда халық бола. Әйдәгіз әлі келінімізді хынап қарайық, бейітіп! Бейтәйік, келінім, әйді рәхиметтәрі келінім. Әнә кімдің келіні бейіп ерігін бола, әнә кімдің келіні бейіп ерігін бола. Көзін қашын хикіртіп, бейіп ерігін бола. Көзін қашын хикіртіп, бейіп ерігін бола. Бейітәбіз, бейітәбіз, бейітәбіз біз ұлына. Бейітәбіз, бейітәбіз, бейітәбіз біз ұлына. Өзі біздің арабызға келін исәбіз ұлына. Өзі біздің арабызға келін исәбіз ұлына. А еще за кадром вы поделились, что у вас новые костюмы вашего коллектива, Да. Расскажите, это что за костюмы? Выглядит это очень близко к татарскому костюму, вот как будто бы. Но заметьте, у нас орнамент отличается, цвет, то есть черный цвет. Мы сегодня будем выступать в облегченных костюмах. У нас костюмы очень богатые, коллектив у нас большой. Все мы одеты с ног до головы, обуты. И Елен, сегодня мы оденем на некоторые номера, но будем выступать в фартуках. Да, фартуки наши черного цвета. И орнамент здесь уже специально башкирский, он отличается от татарского. На мне красное платье, кульдек, с золотыми полосами на рукавах. На подол пришиты у нас полосы. Фартук черный с орнаментом с башкирским. Аль-Ябкыз, французский платок. А почему он французский? Потому что есть легенда, что во времена войны в 812 году башкирские воины дошли до Парижа и привезли в подарок своим женам именно эти красные яркие французские платки. Вот так уж повелось, что элементом башкирского костюма, таким ярким элементом, служат французские платки. У нас в культурном центре Залесный есть постоянно действующая выставка, где представлены нагрудные украшения татар, башкир. И эта выставка появилась у нас не случайно. Вот посмотрите, здесь работы мастеров из Башкортостана представлены, да? Как раз в разных техниках. Это нагрудные украшения, изю называется. Это уже в рамках президентского гранта, который мы выиграли. Грант назывался «Башкирская сокровищница Милли». Вот в рамках гранта здесь на базе нашего культурного центра Залесный как раз изготавливались такие реплики нагрудных украшений башкирских. И вот в рамках выставки у нас здесь еще имеются работы мастериц из Башкортостана. Это хасите, именно традиционные хасите, которые характерны для башкирского костюма, для украшения, так скажем, башкирских женщин. То есть оно в чем-то схоже с татарским, но имеется здесь свои отличия и в цветовой гамме, и в том, как расположены, так скажем, эти монеты, украшения. То есть здесь своя специфика, и вот, любой желающий может прийти и познакомиться, посмотреть эти работы. Но это делали вот наши с вами современники, да? То есть выглядит это совсем как будто музейный экспонат. Да, но это действительно работы уже высокого уровня, мастериц, которые полностью делали один в один с музейных экспонатов. Познакомьте наших зрителей, да, с этим инструментом. Он ведь тоже такой самобытный, необычный. И мы попросим вас, может быть, нам что-то наиграть. Ну да, то есть на сегодняшний день вот этот вариант музыкального инструмента курай, да, он
является символом Республики Башкортостан, размещен и на флаге, и на гербе Республики Башкортостан. И мы знаем всех прекрасно, что самые такие искусные мастера игры на этом инструменте, они живут в Башкирии. Вот. И даже то растение, из которого изначально он делался, называется реброплодник уральский. То есть большое, это, скажем, произрастание его в горах Урала. Вот. И, то есть, он Но имеет... по-башкирски цветок курая, да? Да, да, то есть курай называется. И вот особенность его то, что он абсолютно, так скажем, не имеет никакого свисткового механизма, да, аппарата. То есть полностью звукоизвлечение идет за счет рта, языка, губ. Плюс еще мастера добавляют горловое звучание, обертона, то есть получается фактически как бы такое уже многотональное звучание этого инструмента. И он действительно отличается от того же самого варианта, который мы привыкли видеть здесь в Татарстане, курая длиной своей. Причем это еще не самый длинный вариант курая, то есть он в зависимости от тональности может быть еще длиннее. То есть где приходится музыканту просто на вытянутых руках дотягиваться до отверстий. Ну, мы хотим услышать, конечно, какую-нибудь мелодию национальную, если можно. Этот был наигрыш, песня называется «Хатеря», башкирская такая мелодия, да, отрывок небольшой из этой песни «Хатеря». Вот я сейчас сыграл на этом башкирском курае. Сейчас в современном мире очень много хлопот и забот, да? А вы руководите просто самодеятельным коллективом, где здесь все на добровольных началах, люди приходят на добровольных началах, участвуют в этом во всем. Что вас заставляет ежедневно этим заниматься? Любовь к родине, любовь к профессии, любовь к музыке, к народному творчеству. Ведь мы воспитываем таким образом своих детей. Мои дети тоже в моих коллективах. Для меня это и воспитание поколения, будущего поколения путем творчества, что мне очень близко, что родное. Это, повторюсь, возможность петь, говорить на родном башкирском языке. А вот дети, которые участвуют в коллективах, они владеют башкирским языком, да, или они только песни разучивают? Песни разучивают на башкирском языке, а есть детки, которые и вовсе и не татары, и не башкиры, а русские. То есть и родители поддерживают очень сильно, и дети сами с интересом учат да, башкирские слова песен, и у них даже очень здорово получается. Такой интересный опыт. А сейчас молодое поколение представителей башкирских коллективов. Рядом со мной это Аиша и Камила. Аиша у нас занимается в коллективе Айтуган,
Да. Это у нас самый такой младший коллектив, а Камила у нас занимается в коллективе Тамыр. Да ведь? Да, это уже коллектив постарше, уже более опытный. Девочки, расскажите, пожалуйста, вот чем вам нравится участие в ваших коллективах? Давайте начнем с младшенькой. Ну, потому что, наверное, все слышали русские песни, татарские, а хочется что-то нового услышать, башкирские, например, турецкие, какие-то разные. И зрители, наверное, кто-то будет удивляться такими младшими, что мы так уже учимся другому языку. А ты башкирский сама не знаешь? Нет, не знаю, но мы учимся этим. Ага, учите песни? Да. Как тебе язык башкирский? Мне нравятся, конечно, все языки и все. Но вот, которые нам ближе, мне они еще больше интереснее. То есть башкирский язык для тебя пока ближе, да? Да. Камила, а ты что скажешь, твои впечатления? Ты-то уже вот много лет в этой стихии, да? Я так понимаю, что ты прям с детства впитывала башкирскую культуру. Мамин